Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Как ранее сообщалось, в Оленёкском районе был определен эпизоотический очаг бешенства северных оленей на территории Желендинского национального наследия. Профилактика бешенства включает борьбу с источниками инфекции и предупреждение заболевания человека. Какова эпизоотическая ситуация в регионе на сегодня? Гость студии Игнатий Колодезников, руководитель управления ветеринарии Республики Саха-Якутия. Игнатий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну вот какая эпизоотическая ситуация на территории Якутии на сегодняшний день? На сегодняшний день ситуация, в общем, по региону у нас благополучная по особо опасным болезням, по многим. И на сегодняшний день республика является стационарно неблагополучной по сибирской язву, также бешенству, как вы сказали, и бруцеллезу северных оленей. Также у нас по лептоспирозу животных. Хочу отметить, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 27 неблагополучных пунктов. Это как бруцеллез северных оленей, да, 8 неблагополучных пунктов у нас зарегистрировано. Также у нас есть бруцеллез собак. Также бешенство от домашних северных оленей. Да, у нас 2 неблагополучных пункта на сегодняшний день действуют. Это в Нижнеколымском районе и вот Оленёкском. Ага. И также у нас есть бешенство, зарегистрировано у нас домашних животных. Это собаки. И в Среднеколымском районе. И у нас 2 неблагополучных пункта. Это у нас по этим. То есть диким животным. Ну, там лисы, волки. Ага. Также у нас республика неблагополучна, у нас 2 неблагополучных пункта по инфекционной ринотрахеиту крупного рогатого скота. Также лептоспироз лошадей у нас зарегистрированы. И вот в последнее время у нас вот весенний период у нас зарегистрирован эмфисематозный карбункул. У нас 4 неблагополучных пункта на сегодняшний день. Это у нас в Намском районе, Верхневилюйске и Чураптинском районе. Ну вот вы обозначили сразу несколько населенных пунктов. Если говорить в среднем, да, это много или мало по сравнению с предыдущими годами? Мы закрывали, в прошлом году у нас много очагов по бруцеллезу закрыли, но в связи с изменением законодательства Российской Федерации, там у нас есть там определенные требования. Обязательная вакцинация требуется. Вот, кстати, насчет профилактики, да, на сколько процентов выполнен план именно по заразным болезням? По заразным болезням у нас план выполнен противовирусические мероприятия на 98% на сегодняшний день. Это диагностические исследования, проведение вакцинаций. Также туда входят лечебно-профилактические мероприятия и дегельминтизация на 80%. Мы на 98% уже исполнили на сегодняшний день. Ну, почти на 100%, можно сказать, да. А вообще, какова эффективность, да, лечения сельхозживотных, ну и домашних животных в том числе? По незаразным болезням всего составляет 98%. Туда входит крупный рогатый скот, это 97%. Это в основном болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, также обмен веществ, также отравление. Ну вот какова обстановка, да, по обеспечению препаратами ветеринарного применения? Ну, все знают, что ветеринарные препараты выделяются из федерального бюджета. Это основная часть у нас вакцины и сывороток идет именно по особо и карантинным болезням. Ага. И также государственным бюджетом республики предусмотрено, а также мы приобретаем за счет внебюджетных средств управлений. На сегодняшний день почти 50% мы уже закупили и вот ветеринарным управлением предоставлены. Ну, то есть обеспечение препаратами у нас идет, да, да, получается, да. За счет бюджета республики, госбюджета, да, можно сказать. Это 100% или какие-то хозяйства все-таки приобретают необходимое количество препаратов самостоятельно? Самостоятельно, да, они тоже приобретают. Но в основном там лечебные. Ну, там антибиотики, там мази, может быть. А вакцины, сыворотки по особо опасным болезням это из федерального бюджета и республиканского бюджета. И республиканского бюджета. Вот с какого года, да, мероприятия по организации технической части искусственного осеменения коров переданы ветеринарной службе?
Ветеринарной службе переданы полномочия с 2020 года, именно технические части. На сегодняшний день, ну, в 2023 году вот на 85% исполнено, искусственное осеменение проведено. В этом году по сравнению с прошлым годом на 1,6% больше пока на сегодняшний день по сравнению с прошлым годом. У нас в этом году предусмотрено более 23 тысяч коров надо осеменить нам. Мгм. То есть 23 тысячи голов — это план на этот год? у Да, нас план на получается, этот год. по осеменению. А Более- как он более. осуществляется, этот план? На сколько процентов он выполнен? Да? И как вообще у вас проходит эта работа? Да? То есть вы заключаете договоры с сельхозкооперативами? Как вот это работаете? Вот эта программа, она вообще предусмотрена, мы должны осеменять именно для физических лиц, для ЛПХ. Она полностью бесплатная у нас проводится. И те хозяйства, которые не обеспечиваются под программами Министерства сельского хозяйства, которые не подпадают под поддержку Министерства сельского хозяйства, мы для них все бесплатно делаем. Заключаем договора с операторами, осеменаторами, техник-осеменатор так называемый. Они проходят обучение специальное, получают лицензию. И наши специалисты тоже, основная часть, почти больше 40% задействованы именно наши сотрудники, которые работают на местах. Мгм. А вообще сами хозяйства к искусственному осеменению активно относятся, может быть, я не знаю, вообще положительно относятся к самому осеменению и как часто прибегают к нему, скажем так? Ну, сложности есть, конечно. Мы уже, смотрите, уже 4-й год как проводим, да? Сложности есть, и в основном люди, большая часть не понимает. Но все равно в любых регионах, да, особенных, как наша Якутия, должны все равно селекционные работы проводиться. Потому что это для нашего будущего, так сказать, да, чтобы сохранить наше поголовье здоровое. Именно, да. Поэтому вот. И в планах Сахаплемобъединения, да, как я слышал, у них в планах есть проведение именно введение эмбриона. Это уже экстракорпоральное оплодотворение будет. Это наиболее эффективное и почти 100% выдает эффект. То есть подобного опыта в Якутии не было раньше? Вообще по России там очень мало предприятий. Ну, регионы, которые применяют такое. А это дорогостоящее, да, все понимают. Поэтому в будущем, я думаю, вот начнется такая практика. А вообще у вас какие взаимоотношения с нашим племенным хозяйством? То есть вы активно работаете вместе? Да, конечно, активно работаем, потому что главная задача ветеринарной службы заключается в эпис благополучия региона. И согласно Всемирной организации здравоохранения животных, Якутия входит в один из десяток регионов, которые благополучно без вакцинации по ящеру. Это дорого стоит, да? Ну вот, а когда наступит, да, обязательно маркировка сельскохозяйственных животных? Да, закон Российской Федерации об изменении в законе о ветеринарии вступил в 2022 году, и начала она с 1 сентября действовать 2023 года. Мы активно сейчас проводим учет и регистрацию именно сельскохозяйственных животных. Она подразумевает именно регистрация сельхозживотных. Это как крупнорогатый скот, лошади, там, олени, включая пчел, даже кроликов регистрируем. У нас получается до 1 сентября 2024 года полностью мы должны завершить по крупному рогатому скоту. Якутия, по данным Министерства Российской Федерации, сейчас находится, ну, один из 5 регионов, которые зарегистрировали уже. У нас стоит вопрос усиленно по лошадям, потому что мы все знаем, у нас особенность идет табунное коневодство. Один раз в год собираем, да, их, и вот с этим у нас трудности возникли. Так, также у нас олени до 2025 года, до 1 сентября мы должны все зарегистрировать. Вот свиней у нас, к сожалению, вот 2 предприятия, которые на данный момент
как бы они закрываются, да, ну, там реконструкция идет, да, и в связи с этим мы полностью поголовье свиней зарегистрировали уже. Мгм. Ну, это же очень большая работа. Чьими силами она исполняется? То есть хватает ли сотрудников, может быть, управления ветеринарии, чтобы такую массовую работу проводить по маркировке? Ну, нам помогает Министерство сельского хозяйства и продовольствия, да. Они вот на местах имеются сотрудники управления сельского хозяйства, они тоже нам помогают, работают и с физическими лицами, и юридическими лицами, да, своих хозяйств. И работников, конечно, у нас хватает, да, для проведения. Сама регистрация, она бесплатная, ага, это очень важно. Хозяйственные субъекты просто платят за какой вид, ну, в зависимости от чипа, стоимости, и все. Вот год у нас, да, перевалил, можно сказать, за середину, да, вот какие у вас планы по работе до конца года, что еще должны сделать? Ну, планов много, у нас работа, так сказать, вот система Харьот, да, мы сейчас усиленную работу ведем. У нас вот осеменение искусственные, у нас также и приюты, ну, много очень работы плодотворно. Мы сейчас ведем работу по именно обеспечению материально-технической базы, это очень важно для нас. Также 27 лабораторий, за ними надо следить, и чтобы они проходили соответствующие требования, да. Ну, работы хватает. Ну что ж, Игнатий Владимирович, наше время подходит к концу. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем обязательного исполнения всех поставленных планов. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.